بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые братья, мы, иншаллах, продолжим тему жизни описания Абу Бакра Сиддика, разиаллаху анху. От обоих шейхов, Муслима и Бухари, от Аби Хурайрата передается о том, что я слышал, говорит от пророка, алейхиссалату вассалам, говорящим: «Ман анфака завджайни мин шайин мин ал-ашьяи фи сабилиллахи дуя мин абвабил джанна». Тот, кто нафака дает, имеется в виду в качестве садака дает хотя бы две вещи, имеется в виду разные какие-то вещи, и там из ворот рая будет такой призыв: «Я Абдаллах, хада хайру». О, раб Аллаха, это добро. Имеется в виду, его будут приглашать из ворот рая, чтобы он туда вошел. «Фаман кана мин ахли салати», если человек будет, который постоянствует на молитвах, очень упорно находится на молитвах, его будут приглашать из ворот молитвы. Имеется в виду, в раю имеются вот такие разные ворота. Ворота там молитвы, ворота поста и тому подобное, из каждого будут их приглашать. «Ваман кана мин ахлил джихади», а если человек будет делающий джихад пути Всевышнего Аллаха, значит, из этих ворот, его из этих дверей будут приглашать этого человека. «Ваман кана мин ахли садакати», если человек будет, который много садака дает, из этих ворот будут его тоже приглашать. «Ваман кана мин ахли сиями», если человек будет, который много постится, соблюдает пост, будут приглашать из этих. Тогда Абу Бакр сказал, разиаллаху анху: «Ма ала ман юда мин тилкал абваби мин аз-зарура, фахал юда мин ха куллиха ахад». То есть Абу Бакр, обращаясь к пророку, алейхиссалату вассалам, он говорит: а если же человека будут приглашать из всех ворот, из всех вот этих дверей, как быть? Приглашают ли вот так из каждых дверей рая, будут ли приглашать? Тогда он сказал: «Наам, варджу антакуна минхум я Абу Бакр». Да, говорит он, я надеюсь, что ты будешь таким приглашенным. То есть из каждых дверей рая будут его приглашать. Вот такую оценку дал пророк, алейхиссалату вассалам, Абу Бакр, разиаллаху анху. Также от этих же обоих шейхов, Бухари и Муслим, от Аби Саида, разиаллаху анху, передается о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Инна мин аманни наси алайя фи сухбати ва малихи Аба Бакр». Воистину из самых доверенных людей в моей дружбе и в имуществе для меня является Абу Бакр, разиаллаху анху. «Валау кунту муттахидан халилан гайра рабби латтахатту Аба Бакрин халилан, валакин ухуватул ислам». Если бы у меня был бы возлюбленный, кроме как Всевышнего Аллаха, халил называют. То есть халил у Всевышнего Аллаха два пророка. Это наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, и пророк Ибрахим, алейхиссалату вассалам. Вот оба являются возлюбленными, любимцами Всевышнего Аллаха. Если был бы у меня возлюбленный, кроме как Всевышнего Аллаха, я бы возлюбленным сделал бы Абу Бакра, разиаллаху анху. Он сказал: «Валакин ухуватул ислам», между нами братство ислама. Вот этот хадис пришло от многих версий, от многих сподвижников, разиаллаху та'ала анхум, я не буду их перечислять, пришел вот этот хадис. Также Бухари от Аби Дарда передает такой хадис,
كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر فسلم وقال. Он говорит, я сидел, говорит, возле пророка, алейхиссалату вассалам, тогда к нам пришел Абу Бакр, разъяллаху анху, и он сказал, «Инни кана байни ва байна Умара бн Хаттаб шайун фаасрату илей, сумма надамту». Между мною и между Умаром, разъяллаху анхума, было, говорит, что-то такое неприятное, имеется в виду, между нами, и я поспешил, говорит Абу Бакр. И я сожалел об этом, что я поспешил, что-то ему, значит, выговорил он. И я у него просил, чтобы он простил мне это. Это Абу Бакр говорит. Я у Умара просил, говорит, чтобы он мне это простил, но он отказался. Он не простил, говорит, мне это. Я пришел, говорит, к тебе, имеется в виду, посланнику Аллаха, он приходит и говорит. И тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Яхфируллаху лака, я Абу Бакр». Аллах тебе простит. О, Абу Бакр, сказал он. Трижды он сказал. Потом Умар сожалел об этом, что отказался Абу Бакру, разъяллаху анху, и он пришел к Абу Бакру, не нашел его дома, и потом пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, и когда Умар пришел, у пророка, алейхиссалату вассалам, лицо начало меняться из-за того, что он отказал Абу Бакру, разъяллаху анху, и когда он увидел лицо пророка, он сожалел о том, что он ему рассказал, и сел на колени и сказал, «Я Расул Аллах, ана кунту адлама мин». Я, говорит, более насилие делающий, зулму делающий, я был, говорит, Абу Бакр, разъяллаху анху. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Инна Аллаха ба'аthani илейкум факултум кадзабта, ва кала Абу Бакрин садакта». Я к вам пришел. То есть, обращаясь к подвижникам, он сказал, «Я к вам пришел, и Аллах меня отправил к вам. Вы сказали, ты лжешь». Также Умар тоже говорил вначале, другие сподвижники тоже говорили. Абу Бакр сказал, ты правду говоришь. Абу Бакр, говорит, меня подтвердил. «Вавасани бинавси ва малихи». Он меня утешил, говорит, своим навсом, имеется в виду Абу Бакр, и своим имуществом он меня утешил, он мне помог. «Фахал антум тарику ли сахиби». Вы оставите ли мне моего друга? Оставите ли его? Вот таким упреком обратился к ним пророк, алейхиссалату вассалам. Также вот такую защиту сделал пророк, алейхиссалату вассалам, по отношению Абу Бакра, разъяллаху анху. Также от Ибн Адю, от хадиса Ибн Умара, разъяллаху анху, передается о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Ла ту'луни фи сахиби». Вы мне не вредите по отношению моего друга. Если вы вредите моему другу, имеется в виду Абу Бакру, вы, значит, не вредите. فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ فَقُلْتُمْ كَذَّبْتَ. Аллах меня отправил этим наставлением, этой истинной религией. Вы сказали, ты лжешь, а Абу Бакр сказал, ты правду говоришь. Он меня, говорит, оправдал, а вы меня оклеветали. وَاللَّهُ أَنَّ اللَّهَ سَمَّاهُ صَاحِبًا وَاتَّخَذْهُ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ. И если бы Аллаху Та'ала его не назвал бы сахиб, это товарищ, имеется в виду, товарищ слово. Если Аллах не назвал бы сахибом, я бы его халилом сделал. Имеется в виду, он был бы для меня возлюбленным. Все-таки между нами, то есть братство ислама, он сказал. Также от Ибн Асакира, ан Микдам, передается о том, что истаба Уқайл бин Аби Талиб Абу Бакр. Чуть-чуть поругались. Уқайл бин Абу Талиб, это брат Алия, разъяллаху анху. Он приходится пророку, алейхиссалату вассалам, двоюродным братом. Чуть они поругались между собой. И все-таки Абу Бакр отстал. Он оставил из-за родства этого Уқайла к пророку, алейхиссалату вассалам. Из-за того, что он был его двоюродным братом, родственником, из-за того, что был,
он оставил его, но Кайл пожаловался пророку, алейхиссалату вассалам, насчет вот этого ругания, вот этого спора. И пророк, алейхиссалату вассалам, встал и сказал: Аллах тадауна ли сахиби, вы не оставите ли мне моего друга? Ма ша'нукум ва ша'ну. Вы знаете, в каком положении он находится и в каком положении вы находитесь. Фаваллахи ма минкум раджулун илля ала баби байти зульматун илля баба Аби Бакр. Нету среди вас ни одного человека, у которых бы в доме мрак не был, темнота не была. Имеется в виду там греховность, что-то такое. Илля баба Аби Бакрин, кроме как, то есть в дверях Абу Бакра. Фа инна ала бабихи аннура. Воистину в его дверях находится свет. В ваших дверях, в ваших домах находится какой-то мрак, а в дверях и в доме Абу Бакра, рази Аллаху анху, находится свет. Фаваллахи лакад култум каддабта. Вы сказали, ты лжешь. Имеется в виду, когда первым этим пришел пророческой миссии, когда пришел пророк, алейхиссалату вассалам, все сказали, ты лжешь, кроме Абу Бакра. Конечно, Хадиджа среди женщин оправдала. Многие сподвижники первоначально, и в том числе и Умар, рази Аллаху анху, его оклеветали, его не принимали как пророка. И вакала Абу Бакр садакта. Абу Бакр сказал, говорит, что ты правду говоришь. Ва амсактумул амвала ва джадали бималихи. Вы, говорит, свое имущество держали в своих руках, вы у себя ее оставляли. Он отдал, говорит, он проявил щедрость, говорит, в своем имуществе по отношению к мне. Ва хадалтумуни ва васани ва табани. Вы меня, говорит, унижали, а он, говорит, меня утешал, и он за мною следовал. А вы остальные противостояли меня, говорит, унижали. Вот такую оценку дал пророк, алейхиссалату вассалам, Абу Бакр, рази Аллаху анху. Также от Бухария, от Ибн Умара, рази Аллаху анхума, передается о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ман джарра thawбаху хуялаа, лам янзуриллаху илайхи яумал киямати». То есть тот, кто будет таскать, имеется в виду по земле, одежду, то время, те времена, во время пророка, алейхиссалату вассалам, среди этих арабов модой это было. Эта длинная одежда, она была как бы гордостью, восхищением. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: кто будет таскать эту одежду по земле гордостью, восхищением, Аллаху Та'ала судный день не посмотрит на этого человека. И Абу Бакр, рази Аллаху анху, сказал: «Инна ахада шикая thawbi ястахи иля ан атаада залика минху». Моя одежда, говорит, то есть край моей одежды, она тоже, говорит, длинная, она тащится, идет по земле, говорит. Мне прибрать ее или нет? Имеется в виду, из земли прибрать мне ее или нет? Тогда он сказал: «Иннака ласта тасна залика хуяла». Ты то не из-за гордости ее тащишь за собой. Вот такое разрешение дал Абу Бакр, рази Аллаху анху. Ты не из-за гордости это делаешь. И поэтому любая одежда, нету разницы от несоответствующей шариату, имеется в виду, которая носит с собой гордость, восхищение. Вот пророк, алейхиссалату вассалам, ее запрещал. А если и не за гордостью, вот длинный халат, что-то, если человек носит, значит, Абу Бакр, рази Аллаху анху, он разрешил это делать, потому что в нем не существовала эта гордость. Также Муслим от Аби Хурайра, рази Аллаху анху, передает о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ман асбаха минкум аль-яума саиман». Кто из вас сегодня, то есть встретил это утро, будучи постящимся? Тогда Абу Бакр ответил: «Ана, я, говорит».
Тогда он сказал: «Фаман табиа минкум ляума джаназатан». Кто-нибудь провожал из вас сегодня джаназа? Среди сподвижников Абу Бакр ответил: «Я провожал сегодня джаназа». Тогда он спросил: «Фаман ат'ама минкум ляума мискинан». Кто-нибудь сегодня из вас какому-то мискину, нуждающемуся человеку, дал ли что-нибудь на пропитание? Тогда Абу Бакр ответил: «Я». Тогда еще спросил пророк, алейхиссалату вассалам: «Фаман ада минкум ляума маризан». Кто-нибудь сегодня посетил из вас больного человека? Тогда Абу Бакр ответил: «Я, говорит, посетил». Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ма ичтамана фи мриин илля дахалал джаннат». То есть вот эти качества, то есть соблюдение поста, посещение больного, проводить джаназа и отдавать кому-нибудь что-нибудь из пропитания нуждающимся человеку. То есть вот эти качества не объединяются, кроме как этим этот человек войдет в рай. Этими качествами этот человек войдет, говорит, в рай. Также передается от Базара о том, что вот это же хадис чуть-чуть другим лавсом, другим текстом. Он говорит: «Салла Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам салат асуб». Утреннюю молитву, говорит, совершил пророк, алейхиссалату вассалам, на утреннюй молитве. Он, обращаясь к подвижникам, он сказал: «Ман асбаха минкум ляума сайман». Кто-нибудь соблюдает пост? Умар разъяллаху анху сказал, что мне, говорит, как-то в голову не пришло, мой нафс не подсказал, говорит, мне это делать, поэтому я, говорит, не постящийся сегодня. А Абу Бакр сказал о том, что мне, говорит, мой нафс подсказал, говорит, это, что я должен сегодня поститься, и я, говорит, соблюдаю пост. Также он сказал: «Алминкум ахадум ляума ада маризан». Кого-нибудь вы посетили сегодня больного человека? Это утренняя молитва была. Тогда Умар говорит: «Я Расулаллах, лам набрах факайфа наудуль мариза». Еще, говорит, утро не наступило. Как, говорит, мы посетим больного человека? Тогда Абу Бакр сказал: «До меня дошло, говорит, мой брат Абдурахман бн Ауф, он как бы жалуется на болезнь, он как-то приболел. Я, говорит, по пути зашел, говорит, по пути на утреннюю молитву зашел, говорит, к нему смотреть, в каком он положении находится». Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Халминкум ахадун ат'ама ляума мискинан». Кто-нибудь сегодня дал из вас мискину, нуждающемуся человеку, что-нибудь из пропитания? Умар, разъяллаху анху, говорит: «Салайна я Расулаллах, сумма лам набрах». Мы, говорит, только что молитву совершили, говорит, еще утро не наступило, мы, говорит, это сделали. Тогда Абу Бакр, разъяллаху анху, говорит: «Я вошел, говорит, в мечеть, там нашел, говорит, человека, когда на утреннюю молитву шел, там нашел, говорит, человека, мискина, который просил. Я у Абдурахмана взял, говорит, у него ржаной хлеб, говорит, на руках был, у него взял, говорит, у него попросил и отдал этому мискину», говорит. Потом пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Анта фаабшир биль джанна». То есть ты радуйся. То есть он оповещает его вот этой радостной вестью о том, что ты будешь в раю. Потом он сказал и Умару, чтобы удовлетворить Умара тоже, разъяллаху анху, Умарун заама аннаху лам юрид хайран атун илля сабака илейхи Абу Бакр. Умар говорит такие слова о том, что я, говорит, хоть когда-нибудь, все время, когда спешил делать какое-то добро, когда я ее делал, это добро, все равно меня, говорит, опережал Абу Бакр, разъяллаху анху. Значит, его тоже он обрадовал тем, что он тоже все время спешащий на добро, но все-таки в любом случае Абу Бакр, разъяллаху анху, его опережал в любых этих моментах. Также от Абу Я'ла ибн Мас'уда, разъяллаху анху, передается о том, что я, говорит, находился в мечети, совершал молитву. Ко мне, говорит, туда в мечеть вошел пророк, алейхиссалату вассалам,
вместе с ним были и Абу Бакр, и Умар, разиаллаху анхума, и меня они нашли, говорит, делающим дуа. Я делал это время дуа. Он сказал: «Салтульта, ты проси у Аллаха, Он тебе даст, тебе дадут». И он сказал: «Ман ахабба ан якра аль-Кур'ана вадан, фалякрау би кирати ибни умми абдин». Вот кто из вас хочет вот читать Коран, притупляя взгляд, читайте, как он имеется в виду, вот, как он говорит, вот читайте Коран. Вот так сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Тогда, говорит, ко мне пришел Абу Бакр, и меня он поздравил этому. И когда уходил Абу Бакр, тогда пришел Умар поздравлять его. Здесь тоже он сказал: «Иннака ласабакун бил хайр». Все время ты опережаешь меня в добре. Вот здесь тоже он преуспел, то есть успел, чем опередил Умара, разиаллаху анху. Также Ахмад передает, имам Ахмад, рахимахуллах, от Рабиат аль-Асламия, разиаллаху анху, о том, что между мною и между Абу Бакром был, говорит, какой-то разговор. Он мне сказал, говорит, такую речь, которая мне не понравилась. Мне эта речь не понравилась. Он как-то упрекнул или что-то такое сделал этому Рабиату. И тогда он сказал: «Я Рабиат, рубба алайя мислюха, хатта такуна кассасан». Ты мне, говорит, такие же слова скажи, чтобы ты кисас взял с меня. Тогда я сказал, говорит: нет, не сделаю. Тогда он сказал, говорит: или ты это скажешь, или же я обращусь к пророку, алейхиссалату вассалам, чтобы ты сказал, чтобы он в грехе не остался перед Рабиатом, что ему неприятное сказал. И тогда я сказал, говорит: я этого не сделаю. Он ушел, и пришли люди из мусульман, другие сподвижники пришли, они говорили: рахим Аллаху Абу Бакр. То есть пусть Всевышний Аллах простит Абу Бакра. То есть от него требовали вот эти слова, чтобы он повторил ему эти слова. Тогда я ему сказал, говорит: вы знаете, кто он? Он Абу Бакр Сиддик. Он второй из двух, которые находились в пещере, то есть вместе с пророком, алейхиссалату вассалам. Такое описание сделано в Коране. И этот человек седой в исламе, то есть он был самым первым седым человеком в исламе. И вы, говорит, остерегайтесь, говорит, если я ему это скажу, если я его разозлю, Абу Бакр, разиаллаху анху, и пророк, алейхиссалату вассалам, придет, он разозлится. Если я разозлю Абу Бакра, то есть, значит, пророк, алейхиссалату вассалам, разозлится. Если пророк разозлится, значит, Всевышний Аллах разозлится. И потом Рабиат, говорит, погибель попадет. Халаком он станет, говорит Рабиат. Вот таким образом, вот этот Рабиат отказался ему какое-то слово сказать. Почему? Потому что он знал, в каком положении находился Абу Бакр, разиаллаху анху. Потом Абу Бакр пришел, вместе с ним пришел пророк, алейхиссалату вассалам. И он поднял мне голову, то есть, обращаясь ко мне, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: я Рабиату, малака вали Сиддик. Что с тобой? Что между вами произошло? Между Сиддиком и между тобою? Я ему сказал, что вот такое произошло. Он мне сказал те слова, которые мне не понравились. Он мне вот такое-то сказал. Я отказался, он говорит, ему сказать такие слова. И тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: аджаль ла тарудда алейхи, валакин кул гафараллаху лака, я Абу Бакр. Ты не отвечай этими же словами ему. Ты скажи: пусть Аллах тебе простит, Абу Бакр. Вот таким образом, то есть пророк, алейхиссалату вассалам, сам не дал Рабиату
отвечать такими же словами. Вот таким образом пророк, алейхиссалату вассалам, все время защищал Абу Бакра. Также от Тирмизия передается от Ибн Умара, разъяллаху анхума, о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал Абу Бакру: «Анта сахиби аля хаузин ва сахиби фил гар». Ты мой друг в хаузе. Мы знаем, что в раю будет хаузул Каусар. Там ты будешь моим другом. И здесь ты. То есть в этой пещере тоже ты был моим другом. Товарищем, имеется в виду, путником. Также от Абдуллах ибн Ахмада, ибн Аббаса передается о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Абу Бакрин сахиби ва му'ниси фил гар». Абу Бакр – это мой товарищ, путник, и Абу Бакр, он является утешителем, то есть был утешающим. Чем утешающим своим навсом, утешающим своим имуществом, помогающим, имеется в виду. Вот таким образом пророк, алейхиссалату вассалам, описал его. Также от Абу Я'ла, от Аби Хурайрата, разъяллаху анху, передается о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Уриджа би иля самаи, фама марарту би самаин, илля ваджатту фиха исми, Мухаммадун Расулуллах ва Абу Бакр ас-Сиддик халафи». То есть я, говорит, вознесся на небеса, и я в небесах не видел ни одно место, где бы ни было написано: Мухаммад является посланником Аллаха, и Абу Бакр Сиддик будет его халифом. Вот так ни одно место не нашел, говорит, я, где бы не было вот это написано. Также передается от Ибн Аби Хатима, от Абу Наим, от Саид ибн Джубайр, о том, что возле пророка, алейхиссалату вассалам, прочли вот эти аяты. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айятухан нафсуль мутмаина. То есть обращение к навсу идет. Я айятухан нафсуль мутмаина. О навс, то есть смиренная, спокойная навс. Имеется в виду навс, которая смирилась, которая покорна Всевышнему Аллаху. Она спокойна тем, что упоминает Всевышнего Аллаха. Когда ее прочли, он сказал, то есть Абу Бакр сказал: «Я Расулаллах, инна хаза ла хасан». Это хорошо. То есть обращение к навсу вот такое идет. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Амма иннал малака саякулю халака индал маут». Тебе, говорит, ангел смерти будет говорить возле твоей смерти эти же слова. Вот это же аят. Имеется в виду, когда ангел смерти придет Абу Бакру, он ему скажет о том, что «Я айятухан нафсуль мутмаина, ирджии иля раббики радиятан мардия», говорится. То есть, о навс, спокойная навс, ты вернись Всевышнему Аллаху, радиятан, будучи довольной Всевышним Аллахом и будучи тобою довольным Всевышним Аллахом. Вот так тебе тоже говорит, будет обращение. Это, конечно, это большой макам, великий макам, чтобы получить навсуль мутмаина. Много надо трудиться, очень много надо трудиться, чтобы достичь этого макама. И вот так описал пророк, алейхиссалату вассалам, Абу Бакр, разъяллаху анху. Бесконечно можно об этом говорить, бесконечно можно говорить. Сколько хадисов. Я многое здесь пропускаю. Там короткое что-то я беру отсюда. И в таком положении находился Абу Бакр, разъяллаху анху. И пусть Аллах даст его шафаат нам. Шафаат, конечно, будет когда будет любовь, когда будет подражание, когда будет хотя бы вот стремление чуть-чуть быть похожим на него. Хоть каких-то малых там амалах, Пусть Аллах даст нам тауфик этому. Без тауфика Всевышнего Аллаха мы ничего не сможем делать. Без помощи Аллаха у нас абсолютно ничего не получится. С нашей стороны стремление к этому,
и, конечно, просить у Всевышнего Аллаха. Дуа делать все время, чтобы Аллах сделал нас из числа таких людей. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.